Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Здравствуйте, дорогие раки. Сегодня мы сделаем прогноз пасьянс с 22 по 28 августа включительно. Немножко с опозданием, но все-таки мы его сделаем. Мы посмотрим, какими же могут быть события в этот промежуток времени для вас. Конечно же, смотрим прогноз как по солнечному, так и по лунному знаку или по знаку асцендента. И не забывайте о том, что это общий прогноз, и не у всех он может одинаково проиграться. Итак, давайте-ка будем смотреть события для всех, кто родился под знаком зодиака Рак с 22 по 28 августа. Так, так, пока что ничего не вижу. Так, как-то так в разнобой все. Что такое? Что за разнобой? Хо-хо-хо-хо-хо. Такого быть не может. Так, куда-то будете опаздывать, на что-то будет катастрофически не хватать времени. Обратить внимание на что-то вам не хватает времени. Либо какое-то явление, которое будет временным. Что-то временно. Так, ну это даже не смешно. Так, давайте будем смотреть одно событие, но это, конечно же, даже не смешно. Так, давайте посмотрим по поводу чего это у нас время, а потом будем просматривать, что мы тут понапропускали. Ну, это не вы, а я, конечно же. Так, по поводу чего это временное явление и куда будем опаздывать? По поводу чего? Это может будете куда-то опаздывать, что-то касаемо здоровья, поликлиника. Это может будете на встречу с родственниками опаздывать. Это может быть опаздываете в сфере работы, что-то не успеваете делать. Это может быть, может дать вам какой-то прибуток. Боже, как это прибуток? Прибыль. Вот, а вы немножко опаздываете, вот, с какими-то сроками опаздываете, чтобы получить какую-то прибыль. Ну да, есть такая ситуация. Так, давайте-ка смотреть, что я тут не увидела. Такого же быть не может, есть одно событие. Так, давайте-ка. Угу. Посмотрим еще раз. Слезки у нас есть, да, то есть мы опаздываем куда-то и очень расстраиваемся. Есть ситуация какого-то временного явления, либо времени, либо куда-то опаздываем, не хватает катастрофически времени на что-то, расстраиваемся, может быть даже можем плакать, но это опять-таки могут быть слезы радости, либо наоборот слезы радости, либо вот огорчения. Так, дальше по поводу чего? Что это у нас за слезки? Давайте глянем. Слезы по поводу чего?
По поводу, это может быть слезы радости, по поводу ребенка. Что-то удачно, смотрите, для кого-то это проиграется либо решение какого-то вопроса, может быть, это слезы радости, решение какого-то вопроса положительного по поводу ребенка, либо чего-то нового в вашей жизни, может быть, что-то новое, и что-то удачно может сложиться по поводу ребенка. Что-то удачно. Это что-то маленькое, это небольшое, это такая как бы маленькая для вас победа, маленькая для вас радость, скажем так. Если это начало какого-то бизнеса, это начало какого-то удачное начало какого-то бизнеса, допустим. Либо, кстати, это может быть зачатие, говорить, просто удачное зачатие для кого-то, да, решение какой-то проблемы касаемо ребенка. И такая ситуация тоже может быть. Что-то связано с ребенком, удачное разрешение какой-то ситуации, связанной с вашими детьми, с ребенком. Давайте дальше смотреть еще, что у нас тут еще есть. А вот у нас детки и выпали, ведь смотрите. Ситуация, которая связана с зачатием, с рождением ребенка, день рождения ребенка, с ситуацией просто связанная с ребенком, с детками, ситуация, связанная с семейной какой-то, семейная какая-то ситуация, связанная с семьей. То, что в семье. Так. Дальше еще посмотрим, что у нас тут еще есть. Так. Так, я не могу понять, но, в общем, в принципе, получается всего-то 3 события у нас. Так, тут... Тут тоже... не знаю, больше я пока ничего не вижу. Событий всего вроде как 3 события. Смотрите, есть ситуация какого-то временного явления, есть либо куда-то опаздываете, что-то не успеваете, где-то задерживаетесь или какая-то задержка в чем-то. Есть слезы, но слезы, скорее всего, радости, потому что у нас здесь выпало 2 карты, которые говорят о том, что удачное разрешение касаемо детей, либо чего-то нового. Какая-то проблема положительно разрешится. И, скорее всего, что вы очень будете переживать, есть какие-то внутренние страхи у вас, переживания, доведет вас просто какая-то ситуация, вполне возможно, до слез, но, может быть, это и слезы радости, потому что все разрешится положительно. Итак, для вас давайте-ка посмотрим еще на метафорической колоде. Это даже не подсказка, это, знаете, как успокоение какое-то. Вот эта вот колода, это карты, которые просто успокаивают, дают какую-то надежду о том, что вот на что нужно обратить внимание в данной ситуации и что для вас будет лучшим. Так, присутність у моменте дарую вам целый світ. Смотрите, эта ситуация говорит о том, что в этот день у вас все сложится достаточно хорошо. Вернее, на этой неделе, в этот день. На этой неделе все сложится хорошо. Вы везде успеете, вы все будете делать, вы все успеете. Вам будет тяжело, вам это будет нелегко. Вот везде вы будете хвататься за все и сразу просто. Вот какая-то ситуация будет такая, что вам будет вроде как времени не хватать на все. Вам нужно будет, вы захотите сделать и то, притом это не кто-то вас будет заставлять, вы сами будете это все делать. И там сделаете, и там, и там, и там. И так устанете, что просто вот до слез. Но везде успеете и все сделаете. Вот, такая вот, скажем, легкая, такой отдых будет после, знаете, тяжелой недели. Вот такой хороший отдых после тяжелой недели, когда успеете все и сразу. Вот. Но карта еще также говорит о том, что не нужно себя так загонять. Делайте лучше все потихоньку и постепенно. Так, вот такой вот
для вас расклад. Всем спасибо за просмотры, лайки, комментарии. Всем пока-пока.